5 августа в стране изменится правило назначения и выплаты единого пособия на ребенка до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации, без предоставления заявителям документа, подтверждающего адрес. Помимо этого, на федеральном уровне повысит пособие тем, кто в августе будет переоформлять детские выплаты, назначенные в прошлом году. Заработают новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита или при обсуждении вариантов погашения, компании должны записывать и хранить информацию о разговоре не менее 3 лет. О проведении записи клиента должны оповещать в начале общения. Росстандарт утвердил национальный стандарт зеленого, то есть экологичного жилищного индивидуального строительства. Он включает 45 критериев, среди которых архитектура, экологическая безопасность и инфраструктура. В зависимости от них объекту ИЖС будут присуждать оценки «золото», «серебро» или «бронза». Узнать историю получения госуслуг теперь можно онлайн. Информация будет отображаться в личном кабинете. Пользователь увидит информацию о регистрации запроса или заявления, приглашении на прием и результат оказания услуги или меры социальной поддержки. С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а в зависимости от уплаты работодателям социальных взносов в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально. В августе завершается период поступления в российские вузы. Университеты будут принимать оригиналы документов до 3 августа. Если абитуриент планирует поступать на платной основе, то срок продлевается до 20 числа месяца. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань.